К столетию геноцида осетинского народа уполномоченный по правам ребенка в Республике Южная Осетия Гульнара Кузаева при поддержке президента Анатолия Бибилова проводит конкурс на лучшее сочинение. Тема «Геноцид осетинского народа в 1920 году. Что я о нем знаю?». Работы принимаются до 5 июня, а итоги будут подведены 16 июня. Однако дата окончания конкурса будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в республике. В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет. Нужно приложить анкету ребенка со следующей информацией: фамилия, имя, отчество, возраст, школа, класс, телефон. Сочинения принимаются в любом формате, на любом государственном языке, осетинском или русском. Мы, соберем всех участников. Будут 3 призовых места: первое, второе, третье. Победителей будет награждать президент Анатолий Ильич Бибилов. Цель конкурса – увековечить трагедию геноцида осетинского народа в памяти подрастающего поколения. Сегодня дети живут под мирным небом, и мало кому из них известно об ужасах, пережитых старшими поколениями. В конкурсе будут приниматься эссе, очерки, рассказы, а также сочинения в стихотворной форме. Таким образом, дети смогут воспользоваться помощью старших, например, личными историями о геноциде бабушек и дедушек. Дети проходят произведения в школе, которые непосредственно связаны с темой геноцида осетинского народа. Это произведения Саломи, Салимет. Все-таки у них недостаточно знаний. И вот мы бы хотели, чтобы они пополнили эти знания другими источниками, как я уже говорила, рассказами про дедушек, про бабушек. Подводить итоги конкурса будет жюри. В состав вошли историки и специалисты по теме геноцида. Оценивать работы будут по многим критериям. Самое главное – раскрыть тему согласно знанию материала и мастерски изложить полученную информацию, применив художественные приемы, придав тексту эмоциональные нотки. Далее наличие реальных фактов и событий, новизна и содержательность материала. Также важна авторская позиция и целостность текста. Сочинение объемом до 5 страниц в формате А4 необходимо будет направить на электронный адрес уполномоченного по правам ребенка. Присылаемые материалы должны быть в электронном виде любого формата, то есть можно написать сочинение от руки на листе бумаги, сфотографировать и отправить на электронную почту. Стелла Бязарова, Марьяна Чочева, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня.